Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет встречи с вами? Давайте посмотрим. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Вы очень востребованный человек. Тут и мужчины, тут и женщины повыходили. Ух ты! Вы знаете, вот прям готова снять шляпу. Вы такая мудрая, вы такая сильная, вы так на людей влияете. Вы явно знаете больше, чем другие, вам доверяют. Вот смотрите, показана женщина, которая, буквально вот ей не по себе, сердце не на месте, у нее что-то случилось то ли с ней и ее мужчиной, то ли, вот как мужчина какой-то проблемный мне идет. И ей прям очень хочется с вами про это поговорить, потому что она прям знает, что вы ее таблетка от несчастья, что вы ее и выслушаете, и дадите конкретный конструктивный совет, что вы успокоите ее, что вы подарите ей надежду, что вот ваши слова, они как вот лучшее лекарство, да, она так вас уважает, она так вас ценит, она вообще без вас не может, эта женщина. Скорее всего, либо это какая-то ваша родственница, либо ваша подруга. Вы для нее мир, вы для нее кумир, вы для нее мудрец, гуру, проводник, наставник, спасительница. Слушайте, просто вот аж мурашки идут, да, вот как она к вам относится. Может быть, она вам об этом не говорит, может, даже ведет себя иногда эгоистично, но на самом деле вы для нее, та самая палочка-выручалочка, без которой вообще нельзя, без которой мир рухнет, ее мир рухнет. Не раз вы ее вытаскивали, еще не раз вытащите, и высшие силы все видят, да, и она все понимает и все видит. Знаете, в какой-то из дней эта женщина вам за все ваше добро отплатит. И отплатит так, что, знаете, какая-то жертва мне идет с ее стороны. Хоть вы и просить не будете, но она это сделает. То есть все-таки вернется, вам все вернется, хоть вы и не ждете. Да, эта женщина, она то ли уже с вами договорилась по поводу встречи, то ли она мчится к вам домой, либо где вы находитесь, чтобы обсудить свои вот эти проблемы с проблемным мужчиной. Вы очень много ей даете. Родная мама столько не даст. Кстати, может быть, вы родная мама этой девушки, да, потому что это ваша дочь. Но, мои хорошие, тут разговор будет про проблемного мужчину, и этой женщине очень вы нужны, как таблеточка успокоения, исцеления и надежды. Вы это все ей даете. Вообще вы умница. Вы не только ей помогаете, я так смотрю, вы всем помогаете. Очень много людей о вас высокого мнения. И также очень много людей вам завидуют. Завидуют, потому что так, как вы, не могут. Не обладают ни умом, ни грамотностью, ни тактом, ни умением рассудить, предвидеть, предусмотреть, да, просто не могут, не созданы они для этого. Поэтому и завидуют, да, и могут еще и критиковать. Дальше, мои хорошие. Вот показывают мужчину, который просто мается, ходит, руки себе заламывает. С этим мужчиной рядом какая-то женщина, эта женщина его просто раздражает, он на нее срывается, как, знаете, этот пес цепной. Хоть собака и не надо садить на цепь, это очень плохо. Вот есть же такая просто поговорка, да, либо высказывание. Вот прям на нее кидается. Мужчина, который вот как будто бы все понял. Он все понял про себя, про вас и про ту женщину, которая рядом с ним находится. Почему-то мне кажется, что эта женщина, у кого-то отыграется точно как разлучница, а у кого-то отыграется, что это ревнивая маман. Да? Мама сыночки-корзиночки. И вот она сделала все, чтобы вы расстались, чтобы вы
друг друга просто вот, не знаю, возненавидели, да, чтобы между вами там целый этот табун кошек пробежал черных, да. Она сделала все, она костьми легла, она здоровье потратила, она деньги потратила, она там что могла, то и потратила, лишь бы вас разлучить. И буквально убедила этого мужчину, что вы не пара, что вы там какая-то не такая, сякая, что вы испортите, отравите ему жизнь, что вы там гулящая, что вы пропащая, да, там такое наговорила, нагородила, что даже, повторять язык, да, не поднимется. И вот этот мужчина жил в этом обмане, и я так понимаю, что ширма рухнула, да, обман раскрылся, и теперь этот мужчина рвет и мечет. Он ненавидит эту женщину. Он проклинает эту женщину за то, что она разлучила вас с ним, за то, что она такая лживая персона, за то, что она лишила его счастья. А ведь он вас любил. Да, по-своему, да, своей вот какой-то особой любовью, но он вас по-настоящему любил. И теперь он все понял, прям глаза открылись, как, знаете, холодной водой, ушат холодной воды на него вылили. И он рвет и мечет, у него сердце в огне, понимаете, вот настолько ему больно, настолько он лоханулся, настолько он, ой, даже не хочу говорить. И он на эту женщину прям срывается, он готов ее, не знаю, там в порошок стереть, да, ему хочется ее там, не знаю, там побить, что-то хочется, рвать и метать ему хочется. И в то же время и сам же виноват, да, сам же тоже виноват, у самого тоже рыльца в пушку. Зачем же ты такой легковерный? Если любишь, то борись, если любишь, то доверяй, если любишь, то меняйся, да, меняйся, ты мог это все сделать, но ты пошел на поводу у лжи. И ты поверил в ложь, да, тебе так было хорошо, легко так было, да, поверить в ложь. За правду тяжело бороться, а вот в ложь поверить очень легко. И вот все он понял, ему очень хочется вас увидеть, ему хочется вам, рассказать о том, что случилось, какая-то вся ужасная ситуация, как он был неправ, какая-то женщина ужасная, да, вот вас разлучила, и как он раскаивается в содеянном, и, я не знаю, там, попросить шанс, попросить возможность, попросить вас пересмотреть то, что случилось. Но, с другой стороны, он ведь вас тоже хорошо знает. Он знает силу вашего характера. Он знает, что вы терпеливая женщина, но об себя ноги не позволите вытирать и помыкать собой не позволите. И вы не девочка для битья, и вами нельзя командовать, нельзя вас отбросить, а потом назад поманить. Да? Вы уже не пойдете. Он это тоже прекрасно знает. И вот, знаете, так сердце у него заходится, так кровью обливается, в огне мне вот как показывают, горит сердце у него. Все, мосты сожжены, уже ничего не сделаешь. А так хочется вернуться в прошлое, быть поумнее, чем был. Да, вот они очень сильно ругаются. Вы знаете, вот что-то мне подсказывает, что этот мужчина что-то сделает, потому что, видите, по центру идет это событие, и еще показывают цифру то ли 12, то ли 2. Может, это и не 12, да, может, это просто двоечка, может, там 2 числа следующего месяца, либо через 2 дня, через 2 недели. Вот что-то он сделает, какой-то будет у него ход конем. Да, может, приедет, может быть, напишет, может быть, попытается до вас дозвониться. Что-то будет, что-то будет. Он с этим не смирится, он не может это принять, понимаете, не может. Ну, если вы уже его пошлете окончательно и бесповоротно, конечно, она пойдет зализывать раны, оплакивать свою тяжелую судьбу. Вот. Но надежда пока еще есть у него, да, надежда есть. И он так возмущается, он такой: ах, как так, меня так обманули, ах, меня так подставили. Но с другой стороны, ты сам был обманываться рад, да, ну что уже пинать на других, ты и сам по себе хорош, да. Если любишь, то веришь. А если не веришь, так значит и любовь твоя какая-то фальшивая, да, юродливая мне идет. Но я так понимаю, что бывший, какой-то ваш бывший, вот правда ему и открылась. Правда открылась, и боль пришла, да, осознание, что вот натворил делов, учудил, да, пусть теперь исправляет, если, конечно, вы позволите. Так, еще... тут какой-то профессиональный момент. Возможно, это как-то связано с вашей деятельностью, с вашей работой, с вашим мастерством. Да? Может быть, вы сами на себя работаете, может быть, вы работаете по найму.
Вы какой-то человек, и этому человеку нужен ваш экспертный профессиональный взгляд, либо ваши профессиональные услуги. Человек то ли ищет ваши контакты, то есть вот прям кинулся, надо, да, а кого надо? Лучшего надо. А кто лучше? Вы лучшая, да? Может, человеку вас посоветовали, порекомендовали. Может быть, человек уже имел с вами дела. Там, пошел в другое место, там ему каку маляку сделали, и человек такой, ой-ой-ой, надо к своему мастеру возвращаться, да. И вот этот человек то ли контакты ваши ищет, поднимает, то ли вот думает, где-то вас может встретить, да, может, контакты не сохранились, тоже такое бывает, да, куда-то вот пойти, где вы бываете, либо с какими-то людьми переговорить, кто может вас знать, да, вот какие-то такие поиски, движения. У кого-то еще отыграется, что с прошлой работы люди спохватились и думают, как бы вас назад заманить, как бы вас назад привлечь, да, вот кто-то один особенно думает, переживает. Ну, у кого-то бывшие клиенты, либо будущие клиенты, да, может, вас вот только-только человеку посоветовали, человек думает, ой, надо созвониться, надо списаться, надо записаться там на прием, на консультацию. Такой момент еще показан. Дальше. Не знаю, что соседи, что ли, ваши, не знаю, соседи. Очень похожи на соседей. Почему-то они хотят вас встретить, что-то вам сказать, а может что-то передать, а может случайно к ним ваше письмо попало, либо какой-то там вопрос по поводу жилплощади, там общей этой придомовой площади. Может, вас хотят позвать на собрание жильцов. Может быть, вам хотят что-то предложить, например, если у вас там общая площадка есть, да, что-то там сделать. Вот хотят с вами переговорить. Не знаю, то ли вы постоянно разминаетесь, то ли еще что-то. Но вот как соседи мне показаны. Если у вас, допустим, есть животные либо дети, тут еще может быть момент, что может мешает, да, какой-то звук. И хотят вас попросить, например, там потише быть, да, либо что-то на пол положить, там толстый ковер, либо какой-то звукоизолирующий материал. Но вот чьи-то соседи хотят поговорить. Ну, чьи-то ваши, да, ваши соседи хотят с вами поговорить. Это может чего угодно касаться, я не могу вам четко сказать. Но вот соседи, прямые соседи, либо там где-то под вами кто-то живет. Ну, вот о чем-то хотят поговорить. Дальше показан мужчина. Мужчина разведенный, сразу хочу сказать, в разводе. Либо расстался, либо в разводе, официальном разводе. И этот мужчина, он даже может быть помоложе, чем вы. Ну, помладше, да, помоложе, помладше. И вы давно этому мужчине нравитесь. Давно. Прям, ну, нравитесь как женщина, да. Я не могу сказать, что там влюбился, влюблен, нет. Здесь вот именно показывают сильнейшую симпатию и сильнейший интерес. Этот мужчина очень мало о вас знает, но его это не смущает. Его не смущает ни разница в возрасте, ни там какие-то другие составляющие. Ему бы очень хотелось с вами поближе познакомиться. И я вижу, что вы где-то с этим мужчиной пересекаетесь. И этот мужчина, он всегда как будто бы вот залипает на вас. Да? Он теряет контроль над собой, над временем, над речевым аппаратом. Ему хочется вам что-то сказать, но вот не может, да, пока не может. Ему очень хочется вас опять встретить. Возможно, он даже специально приходит в те места, где вы пересекаетесь. И буквально вот тратит время, сидит и ждет, пока вы появитесь. Мужчина, кстати, такой светленький мне идет. Светлые, щеки розовые почему-то показывают. И сам по себе человек, он такой добрый, открытый, такой доброжелательный еще мне идет. И вижу, что он действительно был в каких-то очень тяжелых отношениях, еле-еле оттуда выкарабкался. И, возможно, он боится начинать нечто новое, но, с другой стороны, к вам его очень сильно тянет. Это прям такой вот живой, конкретный интерес. И знаете, что-то мне подсказывает, что, возможно, из этого, пусть не сейчас, не в самое ближайшее время, но в будущем, возможно, что-то и получится.
То есть все-таки найдет в себе смелость, решительность к вам подойти и предложить вам там в какой-то обстановке романтической пообщаться, либо может что-то еще будет. Да, да, такое показано. Так, дальше. Вы кому-то удачу приносите, либо через вас кому-то удача приходит. Человек. Очень неудобно мне вам это говорить, но скажу, как вижу, да, возможно, человек вами пользуется. Человек может вас просить что-то для него, для нее делать. Я не могу сказать, это мужчина или женщина, прям с левой стороны вообще не показано. Но человек через вас свою удачу обретает. Вы этому человеку приносите удачу. Может быть, да, действительно, какой-то друг либо подруга, и вы там исправляете ошибки этого человека, и человека не увольняют с работы. Либо вы, допустим, когда вы рядом, вы как талисман удачи для этого человека. Человеку нужно куда-то идти, там что-то серьезное, и человек думает: о, надо точно ее позвать, пригласить и пойти вместе с ней. Да, такие мысли могут быть. Но у кого-то, да, пользуются тем, что вы умная, тем, что вы мудрая, тем, что вы знающая. И да, возможно, вы какую-то работу для человека делаете. Человек просит, вы не отказываетесь, вы делаете. Но человек вашу работу в свою удачу преобразует. И есть еще один вариант, не совсем хороший, но я все равно его озвучу. Возможно, человек занимается тем, что делает крадники. Ну вот банально, да, казалось бы. Магия магии, но такое часто бывает. Человек может даже не просто крадники делать, он может делать переклады. У вас, например, сильная энергия, человек заметил, что вы очень быстро справляетесь с бедами и неприятностями. И человек такой думает: мне сейчас тяжело, у меня проблемы, я сейчас вот сделаю переклад и ей отдам. Да? Она сильная, она справится. Либо человек думает: ой, мне сейчас так тяжело, плохо, возьму-ка я крадник сделаю и подкину. Да? У кого-то и такое может отыграться. Слушайте, я лучше карты возьму, потому что дело серьезное. Это не у всех, это у кого-то конкретного. Но это прям, знаете, безобразие, если честно. Да? Раз такая информация идет, значит, надо проверить. Безобразие, да? Что значит ты решаешь свои проблемы за счет чужого везения, либо за счет чужой силы. Вообще вот это подклады, переклады, крадники, этого нельзя делать. Это вообще грех большой. Да? Так вообще не поступать. Люди так не поступают. Ну ладно, я еще могу понять, когда там на перекресток выносят, вот на кого Бог пошлет, тот и получит. А когда ты конкретно на человека делаешь, ну извините меня, это прям грех греховный, не знаю даже. Да, у человека проблемы, человек запутался. Человек с вами в каких-то дружеских отношениях, и вы этого человека жалеете. Считаете, что у человека тяжелая судьба, там несчастный, туда-сюда, и человек этим пользуется. Женщина. Это женщина, как хотите. Это женщина. И эта женщина, ну, либо, вот смотрите, свои проблемы с мужем через вас решает, да, либо она у какого-то мужчины, да, работает, и вы ей помогаете, и тем самым она себе там звездочки зарабатывает, премии, там, повышение зарплаты и прочее, прочее. То есть она глупенькая, но вы ей помогаете, и либо она скидывает свои там неудачи, болезни, и все. Ну а что вам делать? А вы знаете, скорее всего, кто. Вы подозреваете эту женщину, мне кажется. Подозреваете. Что вам делать? Молитвы читайте. И близко к себе не подпускайте. Она хитрая, а вы умная. Это прям совершенно разные вещи. Не берите от нее ничего, свое ничего не давайте. Удачу уже можно и с вещи стянуть. Будьте умнее. Защитные молитвы, и ничего ей не давайте, ничего для нее не делайте. Она так потыкается, помыкается, и кого-то другого себе найдет, понимаете? Потому что она очень слабый человек, проблемный человек.
ревнивый и психованный. Вот. И никто особо ее, да, терпеть не будет. И ошибки ее из-за того, что она такая сама по себе, да, несобранная. Ей всегда нужен кто-то, с кого она может тянуть, либо за счет кого она может продвигаться. Вот и все. Если вы ей несколько раз откажете, ну, как скажете, я раскусила твою хитрость, то она на кого-то другого переключится, подсядет, да, вот как пиявка вопьется. Я так понимаю, что прибежит запыханная, скажет: спасай, выручай, что-то дай, либо на что-то возьми, разменяй, деньги может у вас разменять. Может вам что-то принести, на что-то начитала, вам принесла и вас угощает. Переклад делает, да? Может вашу вещь попросить, чтобы вашу удачу стянуть с вас. Слушайте, ну прям ужас какой-то. Ужас. Вы с этим живете, вы в этом варитесь, а потом вы думаете: Господи, откуда мои проблемы, откуда мои беды? Ну вот, пожалуйста. Пожалуйста, персонаж. Женщина такая вот, знаете, суетливая, вся такая нервная, тяп-ляп. И у нее жизнь так, знаете, вот через одно место идет. Всегда кому-то, как пиявка, подселяется, в кого-то впивается и чужими ресурсами живет. Слушайте, ну прям ужас какой-то показан, ужас. Берегите себя, мои хорошие. Так, буду с вами прощаться. Берегите себя. Пусть никто ваше не берет, пусть ваше при вас остается. Мои хорошие, спасибо за внимание. Всем пока-пока.